Сегодня перед Казахстаном стоит задача перехода к новой модели экономического роста, которая сопровождается созданием новых индустрий будущего с упором на глубокую переработку сырья. Следует обеспечить ввод на проектную мощность Атырауского газохимического комплекса, что предполагает ежегодный выпуск 500 тысяч тонн пропилена, 800 тысяч тонн полиэтилена. Таких продукций мы в Казахстане не производили. Поручение первого президента стало отправной точкой запуска масштабного для страны проекта. Было затрачено много времени для разработки проектной документации, изучения перечня подрядчиков, переговоров с потенциальными инвесторами. В целях скорейшего перехода проекта к практической реализации в 2018 году председатель правления фонда «Самрук-Казына» Ахмеджан Есимов принял стратегическое решение о передаче проекта по строительству завода в управление национальной компании «Казмунайгаз». Перед командой была поставлена сверхсложная задача – завершить строительство и подготовить к пуску первую часть газохимического комплекса всего за 3 года. К тому моменту, благодаря успешному завершению проектов модернизации отечественных НПЗ, в Казмунайгазе сформировался определенный центр компетенции, позволивший оперативно начать реализацию проекта строительства и задать темп по всем необходимым работам. Началась активная мобилизация на проект всех имеющихся ресурсов, а также размещение по всему миру заказов на уникальное и сложное оборудование. Генеральным подрядчиком строительства завода выступила китайская национальная химическая компания CNCEC. Данный мегапроект представил также большую возможность для казахстанских компаний. Для них участие в строительстве завода стало невероятной зоной роста, позволив приобрести уникальный опыт, который будет масштабироваться на последующие проекты. Но в самый разгар строительных работ в нашу жизнь неожиданно ворвалась пандемия коронавируса. Об этом сегодня заявил президент. Пока ситуация с пандемией не стабилизировалась. Режим карантина с четверга вводят в Нур-Султане и Алматы. Власти Казахстана рассчитывают, что это поможет бороться с распространением коронавируса. В этот сложный период топ-менеджмент фонда «Самрук-Казына» и «Казмунайгаз» был вынужден принимать ряд оперативных и нестандартных решений. Для воплощения их в жизнь были задействованы все уровни государственного управления. Теперь уже очевидно, что благодаря этому удалось не только не остановить большую стройку, но и нагнать изначальный темп работ. Кроме того, строительство завода по производству полипропилена спасло от стагнации не одно отечественное и зарубежное предприятие, выступив в период пандемии единственным стабильным партнером. Параллельно с возведением завода изучалась возможность привлечения в проект стратегического партнера, в том числе для налаживания стабильного и выгодного сбыта будущей продукции на мировых рынках. Неоценимую поддержку в этом вопросе оказал сам глава государства. Поэтому надеемся на позитивный исход нашего предстоящего сотрудничества. Что касается правительства Казахстана, то по моему поручению будет оказываться всяческое содействие. Я думаю, что мы должны действительно достичь практического результата. В настоящий момент мы смело можем заявить, что не просто построили уникальный на пространстве СНГ завод, но и взрастили новое поколение отечественных управленцев и профессионалов своего дела, способных развивать отрасль дальше и реализовывать масштабные проекты. В ходе строительства было возведено 29 тысяч тонн металлоконструкций и установлено свыше 1000 единиц основного оборудования. Залито 165 тысяч кубических метров бетона, а также проложено 2500 километров кабелей и 261 километр технологических трубопроводов. Строительство завода – лишь первый шаг. Впереди главный этап – его запуск и стабильная работа на полную мощность на основе сырья, получаемого с тенгизского месторождения. И здесь перед нами снова стоит рекордный срок. Мы себе поставили очень амбициозную задачу запуститься и выйти на режим за 4 месяца. И мы хотим этого достичь. Таким образом, новый завод – это результат синергии и целеустремленности действий первых лиц государства, международных партнеров, ключевых управленцев отрасли и отечественных компаний. Благодаря данному проекту
Сегодня Казахстан вступает в эру глубокой переработки продуктов нефти и газа, позволяющих выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также встать в один ряд с мировыми игроками на рынке нефтегазохимии.